Разговор с народом честный, открытый и прозрачный. Это уже 7-я встреча главы Ингушетии с жителями нашей республики. Здесь нет никаких ограничений. Махмуду Али Макшариповичу Калиматову может задать любой интересующий вопрос. Запретных вопросов нет, потому что у нас нет вопросов, какие есть, задавайте, будем обсуждать вместе. Глава региона перед началом диалога информирует жителей о проделанной работе в Сунже. Это родной город Махмуда Али Калиматова, где прошло все детство руководителя субъекта. Экономику подняли, бюджет сформировали без каких-либо задолженностей. При поддержке федерального центра строятся новые объекты инфраструктуры, отметил глава региона. 1–1,5 миллиарда рублей нам не хватало на заработную плату. Вот эти 4 года. Вот только в 2024 году мы смогли ликвидировать задолженность и выйти на то, чтобы могли свой бюджет на свои деньги сформировать. Я не имею в виду дотационные вещи, которые касаются строительства школ, детских садов, больниц. Это нам федеральный центр выделяет. Самое главное, чтобы никто не воровал, а строил то, что нам дают. И это очень важно. И за этим надо смотреть всем. Только за 4 года около 100 школ и детских садов. 100! Я вот говорил название Хансгулудан, школа 500–700 миллионов. Вот если мы все собрались бы, вся республика, мы бы собрали 500–700 миллионов, чтобы построить одну школу. Да мы ее за 10 лет не построили. А мы их 100 построили. 100! Понимаете? В Сунже с приходом главы региона поменялось многое. Провели капремонт старейшего дома культуры, где сейчас в комфортных условиях проходит эта встреча. Построили школы, детские сады, картинную галерею. В скором времени планируют дооснастить футбольный стадион. Мы его сейчас сделали, и с конца марта-апреля его полностью у нас День государственности республики будет 7 июля. Вот, я думаю, что до 1 июня мы стадион еще дополнительно нам справа сделаем, вот это вот козырек и все сиденья улучшим, и поле заменим полностью. Вот кто спортсмены поймут, молодежь там всегда, там будет новое поле, новое покрытие. Опережая ожидаемый вопрос касательно ситуации с водоснабжением, глава региона заявил, что все силы направлены на решение данной проблемы. На это заложено более 8 миллиардов рублей. Более того, в Сунже планируется запуск очистных сооружений. Вы знаете, в Сунже они начали строиться, и это будет пронизывать Сунжу, Троицкую и Карбулак. Они туда будут уходить, очистные сооружения. Для нас это важно. И второе, там же Карбулаке, нами было, инвестор зашел, очистные сооружения, завод ставит у нас. Завод. Сейчас цех есть, в любой дом Шейцади, там можно оплатить, и на 6 лет ставятся локальные очистные сооружения. Да, они стоят там и 50, и 60 тысяч, но это на 6 лет. Чисто все. Махмуд Али Калиматов обратил внимание на важность сбора налогов, от которых напрямую зависит благоустройство и обслуживание города. Вопросов в главе у жителей много. Ахмадхан Миржоев в своем обращении отметил, что из-за бюрократических проволочек он 3-й год не может зарегистрировать землю. Обращение тут же взяли на контроль. Подойди, уточните. Телефон Хаити зона полностью хаялся. Лично я тогда. Другая проблема, которая волнует жителей – самозахват земельных участков, отсутствие пастбищ для выгула скота. Даже вплотную к дороге, гуль халбу дорогу, не картишья, ерсаду, ерозу, бельдхатмана, соус доллуагуан, полностью он ходит, полностью гуль халю хамдил, это дом халал метигас. Я все эти сведения возьму, чтобы я прокурору не отдавал, вы сами лично возьмите, поручите помощнику, выясните самозахват. Вообще-то там 330-я, Лиза, 330-я статья Уголовного кодекса.
Имейте в виду, вникайте в эти... Аз дуту датчонес, аз хамычахшо, аз хаица, ажил, харсдейр элаж, ех далал, мет тигячар, хуялды. Другой житель пожаловался на перебои в электричестве. Глава тут же поручил руководству профильного ведомства разобраться в проблеме. На встрече присутствуют все министры. Это позволяет решить и разобраться в вопросе, не выходя из зала. Один из горожан поинтересовался у Махмуда Али Калиматова, ожидается ли восстановление и запуск ЖД-сообщения. Уже на протяжении 10-15 лет ведутся разговоры о строительстве железнодорожного вокзала, о восстановлении этого вокзала. Я помню, как прежний глава республики выезжал на объект, но пока у нас конкретно таких действий нет. Вы можете озвучить сроки строительства этого вокзала? Значит, я вам скажу, что станция, которая у нас есть, она отремонтирована. Вы видели, да? Или давно там не были? Отремонтирована, но никаких там. Теперь, а я скажу вам почему. У нас железная дорога от Слепцовской станции и до Серноводска, значит, деньги, уже проект есть, 40 миллионов выделяет Чеченская республика, 12 миллионов мы, остальное РЖД выделяет. Я думаю, через 2 года у нас будет опять поезд Назрань, Грозный, Махачкала, Баку, и будем, это точно, работа идет. Это мы добились и через эту ситуацию пронизывали. Вопросы задают как взрослые, так и молодежь. Магомед Али Шаухалов, участник движения первых, попросил главу организовать в регионе масштабный форум для обмена опытом. Молодому человеку напомнили, что в республике они проводятся ежегодно и что в скором времени парень сможет принять в нем участие. Помимо вопросов в адрес главы поступают и благодарности жителей. Здесь вы построили фокус, открытие халеж видите? Так, сами yok подспорили, скажите же троицкий бог, да, бог, они туда-сюда бегают. Анмекский хагулда, бог, что у нас это борьба в основном здесь, бог борьба в основном занимается. Говоря словам, Алик Макшарипович, очень много работы проделано. Есть у нас за эти 2-3 года 15 только школ, садиков в городе построено. Говоря словам, за работу. За почти 3 часа встречи главе обратились с десятками вопросов, ни одно обращение не осталось без внимания. Такие мероприятия с участием главы Ингушетии в скором времени пройдут в Магасе и Малгобеке. Тем самым будет охвачен весь субъект, а значит вопрос сможет задать каждый. Зелимхан Кылуев, Магомед Дарсигов, Али Зязиков, Магас, 24.